год Алла. 52-14 декабря. Простые вопросы, но важные итоги. В республике продолжается очередная перепись населения. Возраст, место рождения, образование. В планшете у переписчика несколько десятков вопросов. По очереди он задает их респонденту и фиксирует. Занимает весь процесс не более 20 минут. В Карабулаке для проведения переписи определено 13 стационарных участков. Для организации работы задействовано 13 контролеров и 75 переписчиков. На сегодня более 60% от всего населения города уже переписано. Я ухожу после обеда. Примерно 4-5 часов занимает моя работа. Обхожу 10 или по-разному, в зависимости от населения в доме. Большинство людей относятся с пониманием, контактируют. Перепись населения – лучший способ понять, кто, где и как живет в стране. Процесс позволяет не просто пересчитать количество людей, а еще и зафиксировать, как они живут и какие у населения имеются проблемы. Она дает самые точные данные о составе страны, уровне образования, условиях жизни. Перепись есть население Мелихаш в России. 56-го я отъехала на год. Я перепись введу, бюджет, аштуавы, ахадет России, всюду, перепись связан. Ханятся, дяри, что ишь-миш. Адвы мел танаху. Вен хаштет, ахтам, всюду, России, по законам России, дахар музеита. Хадуардар, всюду, всюду, хаштуах, перепись, ляшадуах, по населению. Кошак вы ашликады, прикшак вы ашликады. Ну как, а мы люди дуют, так много же, которые сделали, вот же, все в это входит. 12-я по счету, первая цифровая. Заниматься переписью в стране начали в 1987 году. За это время изменился лишь формат. Принять участие можно 3 способами. Дождаться переписчика дома, явиться на участок или пройти опрос на госуслугах. Данные вводят исключительно со слов респондента. Вся информация по итогам переписи обезличивается и поступает в базу только в цифрах. Когда имеются достоверные сведения о численности людей с высшим образованием, средним специальным образованием, о количестве семейных пар, разрабатываются необходимые государственные программы по развитию необходимой инфраструктуры, как социальной, так и инженерной. По мере развития, по мере демографии населения необходимо дополнительно разрабатывать госпрограммы. Вот, к примеру, на основании переписи 2002 года была разработана госпрограмма «Мат-капитала», которая на сегодняшний день очень так плодотворно реализовывается по всей стране. Соответственно, когда у нас имеются объективные, достоверные статистические сведения, то и на уровне не только страны, и на уровне муниципальных образований есть такая возможность разработать необходимые программы перспективного развития инженерной инфраструктуры, развития дорог, водоснабжения, газоснабжения и так далее. Соответственно, когда у нас есть достоверные сведения, то и муниципальные власти, и региональные власти, и федеральные власти на основании достоверных статистических данных закладывают необходимые средства, закладывают необходимые перспективные программы, которые сегодня у нас в целом по стране реализовываются, такие программы, как нацпроекты. Вот в рамках нацпроектов реализовываются и другие программы по развитию всей необходимой инфраструктуры. Пользуясь моментом, хотелось бы обратиться к жителям нашей республики, в частности города Карабулак, чтобы к переписчикам относились ответственно и им предоставляли достоверные сведения, чтобы переписчик мог все это внести в базу. И на основании тех сведений, которые сегодня у нас будут подгружаться по результатам проведенной переписи, будет развиваться дальнейший регион, будет развиваться и город будет развиваться. На основе данных переписи государство принимает решения, которые касаются каждого жителя страны, где построить школу, проложить дорогу, в каких районах нужно обновить жилье. Все это планируется по итогам общей переписи. Мне интересно, сколько людей проживает в России все вместе. Как математику надо учить, чтобы всех посчитать и никого не забыть. Для этого есть специальные люди, которые перепись делать и будут. А ты поскорее открывай им двери, пусть и тебя посчитают скорее.
Всероссийская перепись 2020 стартовала в республике 15 октября и продлится она до 14 ноября. Более половины пути уже пройдено. По данным статистов, переписано более 70% населения республики. 6 из них сделали это через портал госуслуг. Муслим Ганиев, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.